Женевские дискуссии на сегодняшний день – это важная площадка для Абхазии, где проходит обмен мнениями, отметил министр иностранных дел Даур Ковы, открывая пресс-конференцию. Данные дискуссии у нас проводятся по итогам тех договоренностей, которые были достигнуты после событий в Южной Осетии в 2008 году. Считаю, что женевские дискуссии – это важная на сегодняшний день площадка для нашей республики, где производится обмен мнениями. Это та площадка, на которой Республика Абхазия имеет возможность говорить о тех моментах, на которые мы делаем акценты. В ходе встречи в Женеве абхазская делегация выразила свое опасение по поводу совместных военных учений Грузии и НАТО, которые, учитывая реваншистские настроения в Грузии и отсутствие мирного договора с Абхазией, представляют угрозу безопасности нашей страны. На 37-м раунде международных дискуссий переговоры проходили в двух рабочих группах по вопросам безопасности и по гуманитарным вопросам. В обеих группах абхазская делегация выразила обеспокоенность сохранения грузинской делегации тенденции по политизации гуманитарных вопросов. Была подчеркнута неприемлемость распространения Грузии на международных площадках, не соответствующих действительности докладов по правам человека в Республике Абхазия. В Женеве также обсуждалась возможность для населения Гальского района пересечения абхазо-грузинской границы, закрытие 2 КПП на границе по реке Ингур, а также возобновление работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, которые являются дополнительным стабилизирующим фактором в регионе. Главной целью участия абхазской делегации на женевских дискуссиях по-прежнему остается подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией. Что, в принципе, в первую очередь мы и обсуждали в части, касающейся безопасности на дискуссиях. К сожалению, в очередной раз можем говорить о том, что Грузия не согласилась подписать юридически обязывающий документ, но кроме того, грузинская сторона не согласилась даже на подписание совместного заявления о приверженности к неприменению силы. Мы уже, не первый раз встречаемся с такой неконструктивной позицией грузинской делегации, поэтому для нас никаких сюрпризов не было. Продолжение такой практики и новая инициатива по продвижению на 33-й сессии Совета по правам человека проекта резолюции по Абхазии и Южной Осетии чреваты приостановлением работы всей гуманитарной группы и являются прямой угрозой срыва женевских дискуссий, отмечали участники пресс-конференции. Перед попыткой обсуждения проблемы беженцев во второй рабочей группе абхазские, российские и юго-осетинские участники покинули зал заседания. Абхазская делегация выразила обеспокоенность тем, что со стороны Грузии сохраняется тенденция политизации гуманитарных вопросов. Те заявления, которые делаются грузинской стороной, они в крайней степени политизированные, они провокационные. И, к сожалению, мы выразили свою обеспокоенность этим и заявили, что если эта тенденция сохранится, под угрозой вся вторая рабочая группа. И возможно приостановление рабочей группы, а может быть даже и приостановление всего Женевского процесса, если действия Грузии продолжатся в таком же ключе. Проведение следующего 38-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечены на 13-14 декабря этого года. Рената Шакая, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение.